Волжско-татарский легион Идель-Урал подразделение вермахта, состоявшее из представителей поволжских народов, в основном из татар и из других народов башкир, чувашей, марийцев, мордвы, удмуртов, организационно подчинялся штабу командования Восточными легионами. 825-й батальон начал создаваться в октябре-ноябре 1942 в Едлино и насчитывал до 900 человек. Командиром назначен майор ЦЭК. 14 февраля 1943 батальон торжественно был отправлен на фронт и 18 февраля прибыл в Витебск. Основная часть батальона была дислоцирована в деревне Гралево на левом берегу Западной Двины. Уже 21 февраля представители легионеров, действуя по поручению подпольной организации в легионе, связались с партизанами и договорились об общем восстании батальона в 23:00 22 февраля. Несмотря на то, что немцам стало известно о планах легионеров и они за час до восстания провели аресты, схватив руководителей восстания, все же под руководством Хусаина Мухамедова около 500-600 легионеров с оружием в руках и с большим количеством снаряжения перешли на сторону партизан. Бежать не удалось только 2 взводам батальона, их не успели известить и арестованным легионерам. Оставшихся легионеров срочно отвели в тыл и приписали к другим подразделениям. 826-й батальон сформирован 15 января 1943 года. Командир капитан Шермули. После восстания 825-го батальона 826-й был переведен в Голландию, где нес охранную работу и привлекался к другим работам. Организационно он причислялся к различным подразделениям вермахта. В боевых действиях не участвовал. В батальоне было подготовлено восстание, которое немцам удалось раскрыть. 827-й батальон создан 10 февраля 1943 года в Едлино. Командир капитан Прам. 22 июня 1943 находился в городе Драгобыч на Западной Украине для действий против украинских партизан. Как отмечается, присутствие здесь легионеров только усилило партизан, к которым массово бежали солдаты батальона. В июле 1943 в 827-м батальоне было подготовлено восстание во главе со старшим лейтенантом Мифтаховым. К партизанам перешли 2 взвода штабной охраны. Позднее Мифтахов был схвачен немцами и казнен. Чтобы устрашить всех легионеров, немцы привязали Мифтахова к 2 согнутым деревьям, которые, будучи отпущены, разорвали тело героя надвое. Но побеги легионеров продолжались, и батальон был снят с боевых действий и переведен во Францию. Там он тоже оставался крайне ненадежным для немцев подразделением. Командиры и легионеры часто бежали к местным партизанам. К боевым действиям батальон не привлекался. Последний раз упоминался 10 марта 1945 года. 828-й батальон создавался в период с 1 апреля 1943 и был сформирован 1 июня 1943 в Едлино аналогично предыдущим. Командир батальона капитан Гаумец. Батальон находился в Едлино вплоть до 1 сентября 1943, а 28 сентября 1943 был отправлен на Западную Украину взамен ненадежного 827-го батальона. Поведение легионеров 828-го батальона было таким же. К партизанам бежали крупные отряды и даже командиры рот, а в батальоне сильно упала дисциплина. Связям с партизанами не мешало даже то, что подразделения батальона постоянно перемещались из одного населенного пункта в другой. В итоге батальон был выведен с территории Украины, переведен в другое место и более в боевых действиях не участвовал. 829-й батальон создан 24 августа 1943 и на 1 сентября 1943 насчитывал 874 человека. Командиром батальона являлся капитан Рауш. Ввиду неудач с первыми батальонами довольно долгое время располагался в Едлино, но затем в феврале 1944 также был перемещен на Западную Украину. В июле упоминается как подразделение, неспособное к ведению боевых действий. Был распущен приказом от 29 августа 1944 года. 830-й батальон формировался приблизительно в августе-октябре 1944 4 декабря 1943 830-й батальон из Едлино был переведен в населенный пункт Конски, где и пребывал до конца февраля 1944 года. Поскольку для борьбы с партизанами татарские батальоны использовать было уже нельзя, то 830-й батальон нес охранную службу в разных населенных пунктах Западной Украины и Польши. В батальоне тоже царили антифашистские настроения. В июне 1944 были арестованы несколько легионеров за
поиск контактов с партизанами, много легионеров сбежали с оружием в руках. Далее батальон использовался как строительно-саперное подразделение. 831 батальон был сформирован осенью 1943 в Едлино. Обеспечивал охрану лагеря легиона Идель-Урал. В конце войны, предположительно, был объединен с другими национальными тюркскими формированиями. В боевых действиях не участвовал.